Урок 58-59. Беляев– последний человек из Атлантиды. Сегодня на уроке вы познакомитесь с творчеством Александра Романовича Беляева. Будете обсуждать содержание романа «Последний человек из Атлантиды». Александр Романович Беляев– один из основоположников российской научной фантастики. Он верил в могущество человека, вооруженного научными знаниями, рисовал будущее и делал прогнозы, казавшиеся в те годы несбыточными. Описывал пересадку человеческих органов, использование энергии ветра, добывание воды в пустыне, искусственные дожди, планеризм, цельнометаллические дирижабли, рассуждал о внутриатомной энергии. В 30-х годах XX века, когда многие не верили в покорение космического пространства, Беляев на страницах своих романов уже летал на Луну, совершал межпланетные путешествия, запускал в космос ракеты и научные станции. На сегодняшний день из 50 научных идей Беляева лишь 3 считаются неосуществимыми. Лучшие романы писателя-фантаста «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Человек-амфибия», «Властелин мира», «Голова профессора Доуэля», «Ариэль». Атлантида– великая цивилизация, затерянная в истории. Какой она могла быть? Как родилась? Достигла своего рассвета? Почему погибла? Александр Беляев предлагает свою версию событий. Упражнение 1. Ознакомьтесь с сюжетом романа «Последний человек из Атлантиды». Почему писатель называет профессора Ларисона энтузиастом? Энтузиаст – это человек, который увлечен своим делом и предан ему. Роман состоит из 2 частей. События первой части «Как была открыта Атлантида», в которой описана краткая история открытия Атлантиды, происходит в 20 веке. Вторая часть «Последний человек из Атлантиды» представляет собой рукопись одного из первооткрывателей Атлантиды, профессора Ларисона, найденную после его смерти. В ней он описывает повседневную жизнь Атлантиды и ее гибель. Вот как пишет об этом Беляев. Эту историю написал неугомонный старик Ларисон. Такой энтузиаст, как Ларисон, не мог написать сухого ученого трактата. Он написал скорее роман, чем историю. Но роман, в котором каждое положение основано на научных данных. К сожалению, Ларисон неожиданно умер, и рукопись, о которой знали многие из его друзей, считалась потерянной. Лишь недавно она была найдена среди хлама на чердаке его уединенного дома. Упражнение 2. Прочитайте предисловие к рукописи профессора Ларисона. О чем вы узнали? Как вы понимаете смысл выделенного предложения? Я пишу для себя. На изучение Атлантиды я потратил долгие годы. Я слишком сжился с нею. Я бродил среди развалин Атлантиды на дне океана. Теперь передо мною проносились картины ее былого величия и ужасного конца. По многим документам, найденным на дне океана и на поверхности Земли в различных странах, я познакомился с судьбой ее обитателей и даже отдельных лиц. И у меня явилась непреодолимая потребность записать все это. Я не предполагаю печатать эту рукопись. Моя повесть об Атлантиде слишком научна для романа и слишком романтична для науки. Но я не могу не написать ее, потому что эти видения преследуют меня, как галлюцинации. Может быть, описав их, я буду с большим спокойствием продолжать свои научные работы. Упражнение 3.
Послушайте краткое содержание отдельных глав второй части романа «Последний человек из Атлантиды». На праздник Солнца к царю Атлантиды Атагуэрагану в его столицу Посейдонис собрались гости из царей покоренных земель. Все поражены богатством, военной силой и достижениями атлантов. На историю безнадежной любви талантливого придворного художника раба Агиширны Гуанча к царской дочери Сель накладывается заговор жрецов против царя и восстание рабов. В то же время Атлантида начинает испытывать учащающиеся подземные толчки. Рабы восстают. Один из руководителей восстания, сын жреца Аксагуам, влюбленный в рабыню Ату. Несмотря на первоначальные успехи восстания и захват священного холма, рабы не могут долго противостоять прибывшим из окрестных гарнизонов воинам-атлантам. Они побеждены, а та погибает. Однако верховный жрец объявляет, что Атлантиде грозит неминуемая гибель и призывает царя помиловать восставших и немедленно приступить к постройке кораблей для спасения. На верфях поспешно строятся тысячи судов. Атлантиду потрясают подземные толчки. Начинается извержение вулкана. Одна из флотилий во главе с царем уходит и достигает африканского берега. Упражнение 4. Обсудите данные вопросы, разделив их на тонкие и толстые. Дайте ответы на эти вопросы. На какой праздник к царю Атлантиды собрались гости? Как вы думаете, почему автор называет любовь талантливого придворного художника-раба Агиширны Гуанча к царской дочери Сель безнадежной? Кто был одним из руководителей восстания рабов? Кто объявил о том, что Атлантиде грозит гибель? Упражнение 5. Прочитайте по цепочке отрывок из 17 главы романа. Аксагуам вышел на поляну и с изумлением остановился. Вся она была покрыта стадами бегущих коз. Он уже стал выбирать, в какую из них бросить копье, как вдруг ужасный толчок бросил его на землю. Вслед за толчком раздался взрыв необычайной силы. Аксагуаму показалось, что его ударили в оба уха. Он опять упал, почти потеряв сознание. Лежа на земле, он увидел, как над самым высоким горным хребтом вздымается огромный столб пара. С оглушительным грохотом жерло вулкана выбрасывает целые горы мелких и крупных камней. Пар, вода и пепел, поднимаясь все выше, распластывались над вершиной, как зонтик. Ухо несколько привыкло к грохоту вулкана и уловило новые звуки, отдаленный рев, быстро приближающийся. Через несколько минут огромные водопады уже неслись с вершин гор, увлекая в своем течении тысячепудовые камни, стволы деревьев, барахтавшихся животных. Еще минута, и один из водопадов обрушился в долину, на высоком берегу которой находился в это время Аксагуам. Путь к пещере был отрезан. Аксагуам поднялся, обмотал голову шкурой леопарда, которая была на нем, и бросился вниз. Высеченная из скал статуя бога солнца преграждала путь водопадам, и они растекались по обе стороны. Священный холм не заливался водой, и туда бежал Аксагуам. С величайшими усилиями ему удалось добраться до холма, но здесь он увидел новые ужасы человеческого безумия. Сюда на холм собрались брошенные, обреченные на гибель рабы. Власти больше не было. Не было ни царей, ни жрецов, ни воинов. Все были свободные, вольные, все были равны. И все были безумно богаты. Да, в Атлантиде остались еще несметные богатства.
Землетрясение разрушило скрытые сокровищницы, и из храмов пирамид творцов посыпались прямо на дорогу в грязь целые горы золота, бриллиантов, изумрудов. Безумие охватило толпу. Рабы собирали драгоценности, набирали в мешки, дрались, отнимали друг у друга, убивали. И все это покрывалось беспрерывным грохотанием вулкана. «Здесь больше некого спасать!» – крикнул он с отчаянием и бросился к порту. В гавани еще стоял один из последних кораблей. Аксагуам бросился в волны и поплыл. Среди высоких бурных волн виднелись головы рабов. Они плыли к кораблю, но немногие из них достигли цели. Одних топили волны, других убивали падающие на головы камни с неба. Подплывавших совсем близко поражали с корабля метко пущенные копья. Аксагуама увидели, копья замелькали вокруг него. Аксагуам нырнул, проплыл под водою до самого корабля и слабеющей рукой ухватился за бронзовое кольцо. Упражнение 6. Ответьте на вопросы, укажите их тип. Кто такой Аксагуам? Почему Аксагуам с удивлением остановился на поляне? Почему он побежал на священный холм? Какие новые ужасы увидел сын жреца? Для чего Аксагуам направился к порту? Почему убивали близко подплывающих к кораблю людей? Упражнение 7. Найдите в тексте описание землетрясения. Какие художественно-изобразительные средства помогают нарисовать яркую картину извержения вулкана? Описание землетрясения я показала. Помогают нарисовать яркую картину эпитеты и сравнения. Они выделены красным цветом. Все, что выделено красным цветом, это эпитеты, как зонтик, это сравнение. Упражнение 8. Выпишите из текста ключевые слова и словосочетания, раскрывающие тему и содержание данной главы. Упражнение 9. Послушайте отрывок из 18 главы «Гибель Атлантиды». Адиширна и Сель не пострадали от первого извержения, выбросившего массы паров, грязи и камней. Пещера укрыла их от каменного дождя. Когда вода несколько спала, Адиширна и Сель вышли из своего убежища. Оглядевшись вокруг, они были поражены. Местность стала неузнаваемой. Громадные стволы лежали, как трупы на поле сражения. Среди поваленных деревьев и мусора виднелись вспухшие трупы животных. И вдруг из самых недр земли раздалось глухое рокотание. Оно росло, приближалось, сотрясало почву. Дрожавшая земля начала подниматься, опускаться, качаться из стороны в сторону. Расплавленная лава, как солнечное ожерелье, опоясала уже всю вершину вулкана. Наконец Сель спустился на священный холм. Он вбежал в библиотеку и остановился в изумлении. Потолок комнаты обвалился. На полу валялось несколько трупов рабов, служивших у Ацрошану, придавленных обрушившейся частью потолка. У одного из столов стоял светильник. Груды бронзовых пластинок лежали на столе. У стола сидел сам Ацрошану в своей черной жреческой одежде. Спокойный, как всегда, он старательно писал стилусом на бронзовой пластинке. «Ты здесь?» – в изумлении воскликнул Адиширна. Ацрошану поднял голову и посмотрел на Адиширну. Насмешливый огонек сверкнул в его живых черных глазах.
Адиширна опустил сель на пол и начал приводить ее в чувство. Укрыв сель, он подошел к жрецу. «Ты не уехал?» – спросил он жреца. «Я умру с Атлантидой», – спокойно ответил Ацрушану и с улыбкой прибавил. «И потом надо же кому-нибудь вести летопись. Без записи событий этих последних дней Атлантиды ее история не будет полна». «Но какой смысл, если Атлантида погибнет?» – с недоумением спросил Адыширна. «Погибают народы, живет человечество», – ответил Ацрашану. «Расскажи мне, что происходило с тобой и что ты видел, я запишу». «Все мои рабы погибли, и круг моих наблюдений ограничен». Было что-то властное в словах Ацрашану. Адиширна, как по полусне, начал рассказывать. Ацрашану старательно записывал, иногда задавал вопросы. Удушливые газы начали постепенно проникать и сюда. У Адиширной кружилась голова. Он упал на пол и увидел, как пропасть между ними сель увеличилась, быстро заполнилась огнем. Пол высоко поднялся, а Адиширна, уже теряя сознание, увидел последнее, как пропасть разодрала на две части весь материк через горный хребет от берега до берега океана. Адиширна стремительно полетел вверх вместе со своим священным холмом, достигая косматых туч, и потом так же стремительно упал вниз и погрузился в океан с Посейдонисом, со всеми храмами, пирамидами, маяком, горной цепью, людьми и животными. Конец. В одну ночь Атлантиды не стало. Упражнение 10. Найдите и выпишите предложения, в которых содержится сравнение. Обратите внимание, с чем сравниваются стволы поваленных деревьев, лава. Упражнение 11. Послушайте краткое содержание 19 главы «Корабль мертвецов». Подумайте, почему эта глава так названа. В пучине океана и огне вулканов погибла Великая Атлантида. Вслед за нею погибли ее рабы. Погибли и спасавшиеся бегством жрецы. Только в одном человеке сохранилась еще жизнь. Суровый старик с длинной седой бородой стоял на носу корабля. Он пел и не видел, как привлеченные его пением из-за утесов показались белолицые люди в звериных шкурах с голубыми глазами и русыми волосами. На кожаных ремнях у них висели каменные топоры. Они с недоумением смотрели на диковинного старика в длинной черной одежде, поющего на незнакомом языке. Упражнение 12. Прочитайте по цепочке отрывок из последней главы романа. Подумайте, о какой болезни говорил Аксагуа. Суровый климат оказался губительным для старого Атланта. Вскоре после высадки на берег он заболел. Вспомнив о том, что в полуразрушенном, выброшенном на берег корабле хранились запасы лекарств, жрец, преодолевая слабость, поднялся на его палубу. И вдруг ему показалось, что он бредит. У одной из мачт, греясь в бледных лучах северного солнца, сидел человек. Лицо его было измождено и носило следы болезни, но все в нем обличало жителя Атлантиды: удлиненный череп и нос, черные волосы, цвет кожи золотисто-бронзового оттенка, одежда. Жрец подошел ближе. Неизвестный оглянулся, и оба они одновременно воскликнули: «Шица! Аксагуам!» Они стояли в нерешительности. Жрец, Шица и Аксагуам, примкнувший к восстанию рабов против священного холма, обреченный на смерть царем и жрецами. И они дружески протянули друг другу руки в знак приветствия. В эту ночь былые враги долго сидели у костра и рассказывали о пережитом.
В ту ужасную ночь, когда произошло первое извержение вулкана, Аксагуам вплавь достиг последнего отплывавшего корабля и уцепился за бронзовое кольцо. Под покровом ночи по канату ему удалось проникнуть через полуоткрытый люк в трюм корабля, где он и скрывался во время путешествия. От недостатка свежей пищи у него сделалась какая-то неизвестная в Атлантиде болезнь. Опухли ноги, зубы шатались, десны кровоточили. Воздух был отравлен трупным запахом. Если бы не близость люка, через который проникал свежий воздух, он задохнулся бы. Он пересек необычайные мучения и уже почти не мог двигаться от слабости и боли в опухших ногах, когда корабль прибило к берегу. Свежий воздух и солнце медленно возвращали ему силы. Шица, в свою очередь, рассказала ему о своих странствованиях, вплоть до встречи с ним. Здесь живут белокурые люди в одеждах из звериных мехов. Это дикари, которые делают грубые топоры и ножи из отесанных камней. Они не умеют обрабатывать землю и питаются сырым мясом убитых животных. Даже добывание огня неизвестно им. Они едва не убили меня, но вид разведенного мною костра привел их в священный трепет. А наше блестящее бронзовое оружие – необычайный восторг. Теперь они почти боготворят меня. Язык их груб и беден. Он напоминает скорее язык животных, чем людей. Рассерженные, они ворчат по-звериному, а нападая на зверя или врага, рычат, ревут и лают, как он. Но они любопытны, они понимают ласку, и тогда становятся доверчивыми, как дети. Кто знает, может быть, когда-нибудь и они станут такими же людьми, как атланты. Шитса устал и закрыл глаза. Он тяжело дышал. Лихорадочный огонь пожирал его и зажег румянец на старом изможденном лице. «Я скоро умру. Как хорошо, что я встретил тебя. Ты закроешь мне глаза и похоронишь по нашему обычаю. Проходит все, народы умирают, как человек, и гибнут целые государства. Быть может, ты последний человек из Атлантиды, умрешь и ты, и память об Атлантиде изгладится в грядущих тысячелетиях. Скоро восход. Вынеси меня на берег». Аксагуам вынес жреца и положил лицом к востоку. Шица не мог уже говорить. Он смог только улыбнуться первым лучам солнца и умер. Аксагуам остался один. Быть может, один во всем мире, последний человек из Атлантиды. Он познакомился с обитателями этих унылых мест и скоро завоевал своими знаниями их глубокое уважение. Когда настала весна, он научил их обрабатывать землю и засевать вспаханные мотыгами поля. Он научил их добывать огонь посредством трения сухих кусков дерева или высекая искру из кремня в сухие листья и мох. Многим ремеслам и знаниям научились они от него. Одни из них стали оседлыми земледельцами, другие продолжали заниматься охотой и войнами. А в долгие зимние вечера он рассказывал им чудесные истории о Золотом веке, когда люди жили счастливые среди вечно цветущих садов и деревьев, которые дают плоды несколько раз в год, жили не зная забот и нужды. Говорил о золотых садах с золотыми яблоками, о героических битвах и об ужасной гибели целого народа и страны, о страшных ливнях, сопровождавших эту гибель, о спасении на кораблях немногих из них, о своем плавании, которое длилось 40 дней и 40 ночей, и о своем спасении. Люди
слушали эти рассказы с любопытством детей, передавали друг другу, прибавляли и украшали эти повествования от себя, берегли как священное предание. Упражнение 13. Разбейте текст на смысловые части и озаглавьте каждую часть ключевым вопросом. Запишите полученный вопросный план. Упражнение 14. Составьте линию эмоций героя произведения Аксагуама, показав изменения его чувств и эмоций на протяжении всей повести. Упражнение 15. Составьте синквейн по своему герою, выделяя его характерные черты. Можете выбрать героя Аксагуам. Синквейн к слову Аксагуам. Прочитайте в хрестоматии роман Беляева и подготовьте его краткий пересказ. Это первый уз. Второе. Составьте сюжетную линию, соблюдая логическую цепочку событий в прочитанном романе. Начинайте праздник солнца, подземные толчки, восстание рабов, постройка и продолжение дальше.